Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своей жизни был очень простым, мягким, легким в общении, любимым для сердец. Он садился вместе с людьми, ел, пил с ними, был как один из них и всегда в окружении людей, не выдвигал себя, ходил позади них. Жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была очень простой. Общался с семьей, играл с детьми, сажая их на себя, веселился с членами семьи, шутил с людьми. Таким был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссаляту вассалям, не обременял себя в еде, питье, одежде, жилье. Он не имел какие-то достойные вещи, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не опирался на такие аспекты в жизни, на излишества. Некоторые люди живут, создавая себе затруднения с целью дополнить якобы некоторые свои недостатки, излишествуя в отношении одежды, еды, установив определенный образ взаимоотношений с людьми или служащими, с должностными лицами. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, беседовал с людьми. Его посещали и взрослые, и дети. Молодая или старая женщина могла остановить его по дороге и поговорить. Также ребенок или маленькая рабыня. Такой простой была жизнь у пророка, алейхиссаляту вассалям, потому что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, придавал значение истинной сущности человека. Человек бывает чистым. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда бывал опрятным, надевал красивую одежду, но без чрезмерности. Некоторые люди проявляют чрезмерность в одежде, украшениях, прическах, просят парикмахера сделать какую-то особую форму бороды, садятся возле портного и долго объясняют, какую одежду ему сшить. Огромное значение придают каким-то формам, еде, как садиться, как беседовать с людьми. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Погибли мутанаттиуны, люди, слишком обременяющие себя». Даже в речи, при разговоре выступают в определенной форме, со сложным предисловием, используя в речи слова, которыми желают снискать себе какую-то славу, или удлиняют речь не по теме. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу упоминал желаемую цель в разговоре, общался со сподвижниками, когда те сидели, стояли, и когда он был верхом на верблюде, без какой-либо обременительности. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я и богобоязненные», в другой версии, «и лучшие из моей уммы чисты от обременения себя». Поэтому говорят, когда появляется дружба, уходит утруждение. Сподвижники ходили в гости друг к другу и ели друг у друга без разрешения. Пророк, алейхиссаляту вассалям, не обременял в дружбе. Он садился со всеми людьми, общался со всеми одинаково. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встретил на пути Абу Бакра. Он спросил его: «Что заставило выйти тебя, о Абу Бакр?» Тот ответил: «Голод». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я вышел из дому по той же самой причине», и предложил пойти к Абу Тайхану, одному из праведных ансаров, любимому для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они отправились к нему, и он их угостил, дал им завтрак. Во время праведных предков человек заходил в гости к другу и ел без его разрешения. Как сказал Аллах: «Не будет грехом, если вы будете есть в ваших домах или в доме вашего друга». Это есть та ситуация, когда пропадает утруждение, и вместо него дружеское отношение между людьми. Такие взаимоотношения бывают между праведными верующими, когда мирское для них – это простое, а ахират – великое. Пророк, алейхиссаляту вассалям, обратил наше внимание и указал на некоторых людей в умме. Он сказал: «Плохие в моей умме – это те, которые родились в благоденствии и выросли в этом, и поистине их забота о различных блюдах, одеждах и о том, чтобы говорить напыщенно». Придающие значение такому образу отдаляются от истинной цели. Это есть обременение себя. Если кто-либо из нас посмотрит на повседневную жизнь, то заметит, что самые счастливые, активные люди – это те, у которых жизнь очень простая, потому что они не придают значения этим второстепенным вещам. Вы найдете, что успешные, влиятельные люди сосредоточены на истинных целях в том, что они выполняют, дают. Если посмотреть со стороны, то заметим, что успешные люди именно на этом сосредоточены.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, установил правильные весы взгляда и оценивания людей. Некоторые ценят тех людей, у которых особый внешний вид, машина, одежда. Однажды к пророку, алейхиссаляту вассалям, вошел человек. Он был красив, представителен. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у сподвижников: «Что вы скажете в отношении этого человека?» Они ответили: «Он достойный человек, и если будет выступать, то люди к нему прислушаются. Если будет свататься, то за него отдадут. Это принимаемый человек в обществе». Потом пришел очень простой человек, и пророк, алейхиссаляту вассалям, спросил: «Что вы скажете в отношении этого человека?» Они ответили: «Если он будет свататься, то за него не отдадут, люди к нему не прислушаются». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, исправил, справедливо оценил и сказал: «Подобный этому, то есть простой человек, лучше, чем заполненные землей люди, подобные тому». Мы нуждаемся в справедливом взгляде среди общества, дабы не жить, обременяя себя ничтожными мерками, которые возрождают злобу или тягость в нашей жизни. Чем проще человек живет и занят сердцевиной жизни и своей целью, своей личностью, тем больше он близок к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Это мерило. Если мы обратим на него внимание, то познаем смысл слов Аллаха. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».